Международный проект возвращения имени «Поиск пропавших воинов Красной Армии из Абхазии и их родных» проводится с 2016 года. Цели и задачи проекта – поиск узников фашизма, пропавших без вести в концлагерях немецких нацистов и их родных, а также бойцов Красной Армии, павших на фронтах Великой Отечественной войны. Все работы посвящаются семьям, потерявшим своих родных, которые не теряют надежды узнать об их судьбе. Выполняя все писанные и неписанные правила вековечной памяти воинов, мы сегодня в стенах главного военного комиссариата увековечиваем память призывников, которые были призваны на фронт в Очимчирском районе, в военкомате, в Гудаутском районном военном комиссариате, и вручаем документы, те извещения, которые всегда ранее вручали военные комиссариаты о судьбе солдата-участника Великой Отечественной войны, которые в силу различных причин семьи не получили. Для нас особенно сегодня важно, что на мероприятии присутствует родная дочь и родной сын этих воинов, которые всю жизнь помнили о своих отцах, искали своих отцов, хранили о них память. Так, дочь погибшего Ясона Тарнава признается, что отца совсем не помнит, но с детства слышала только хорошее и всю жизнь хранила память о нем. Очень хвалили моего отца. Последний раз мама была вот в Краснодаре, где они были. Последний раз, говорит, накрыла, говорит, стол, он с друзьями пришел, только успели сесть, и тревога. Моментально, говорит, куда ушли, говорит, все они видела, говорит. Все. То есть она поехала к нему в часть? Да, на свидание она поехала. Продукты привезла. И все. Больше ничего мама и не знала, никто ничего не знал. Ковик Амичба был единственным сыном Николая Амичба, который воевал на территории Краснодарского края в районе села Лазаревское. Своего отца он также практически не помнит. На фронт Николай Амичба ушел в возрасте 23 лет. Его сестры, мои тети, что рассказали, я его вовсе не помню. Мне, наверное, было год или вот так его забрали. Он бригадиром работал в колхозе. И семиклассным образованием партию уже коммунистическую его приняли в те времена. Ну, он повестку получил, конечно, он не отказался бы и поехал на фронт. И погиб. 11 сентября в здании военного комиссариата на вручении извещений было одновременно и радостно, но и отчасти досадно. Целых 1,5 года шла работа по поиску информации о пропавших. Память и надежда, которую пронесли с собой всю жизнь родственники погибших, бесценна. Сегодня и плакать хочется, и радость, потому что многие, кого мы потеряли в той войне, наш абхазский менталитет такой, пока человека нету, не знаем, не знают, мертвый, живой, хуже нету ожидания. Но это ожидание вы сегодня исполнили. Вам большое спасибо. Участниками проекта являются курсанты Сухумского высшего общевойскового командного училища Минобороны Абхазии и студенты АГУ, которые внесли большой вклад в установление судеб пропавших граждан не только из Абхазии, но и Крыма, Сочи и многих городов России. Проект будет продолжать свою благую работу. Ульяна Рожкова, Раму Камке, Абхазское телевидение.